Пьеса, которая стала хитом на многих сценах страны. В Чувашском драмтеатре поставили очень простую историю драматурга Марии Ладо. Премьера уже завтра. Режиссеры и актеры обещают, будет интересно. Произведение актуальное и очень необычное. История не такая уж и простая. О спасении нерожденного ребенка от грозящего аборта, облеченная в, казалось бы, сказочную форму. Тут животные разговаривают. Да только сказка это совсем не для детей. Она предназначена взрослым. И скорее это больше притча о любви и самопожертвовании. Лошадь, корова, петух, свинка – такие же герои пьесы, как и персонажи люди. И именно они, по иронии, оказываются более человечными. Животные хотят понять людей. Пытаются понять такие простые вещи, о чем говорят люди. Ну, они не понимают, конечно, но делают правильные выводы. Для режиссера Алексея Герасимова это дебют во взрослом репертуаре. До этого он ставил на сцене Чувашского академического драмтеатра детские спектакли. Над ними тоже работать непросто, но эта постановка далась особенно сложно – выстраивать канву действа, чтобы донести до зрителя необходимые идеи. В пьесе жизнь людей показана глазами животных, незамутненных человеческими страстями. Их души чисты. Им не знакомы зависть, корыстолюбие, предательство. Этот прием поможет зрителю по-новому взглянуть на привычные вещи. Самого яркого по образу персонажа играет Алексей Степанов. Петух сам считает себя существом образованным по сравнению с другими обитателями сарая, ведь он слушает радио. Петух, получается, звезда здесь. Звезда это животного мира, двора. Он заходит, когда он заходит, все только взоры только на него. Он все рассказывает, он все знает и про политику, где что случилось, поэтому слушать его любят. Конечно, животные – фон для раскрытия человеческих персонажей. Есть тут и влюбленные деревенские Ромео и Джульетта, которых родители не хотят видеть вместе, и хозяин скотного двора, и его сосед, горький пропойца. Но именно ему суждено сыграть решающую роль в пьесе. Это даже не человек, наверное, можно сказать, опущенный человек, он пьяница. Но это, мне кажется, для меня кажется, что это основная роль спектакля. Ну, для зрителей пускай будет секрет, пускай придут, посмотрят, почему он превращается в ангела. История добрая, но без жертв не обойдется. Все-таки жанр трагикомедии обязывает. Хотя, как обещают в театре, закончится все хорошо. Наталья Егорова, Леонид Петров, Вести Чувашия.